Я в Якутской опере работаю 7-й сезон. И не думала, не гадала, что я буду в Большом театре петь. И это была мечта всех певиц и певцов, наверное, молодых. Было очень радостно, торжественно, волнительно. Это божественный храм. Храм самого прекрасного. И петь там, это для меня было большое счастье. Che
Spirogemo senza voler, palpiteremo senza saper, non trova pace, non ti vedi, ma pur mi piace amor così. Voi che sapete che così amor non mi vedete, se io non nel cor, non mi vedete, se io non nel cor, non mi vedete, se io non nel cor. Говорит Валерий Шадрин, руководитель концертного бюро. Труд оперных певцов очень сложный. Выступать и с оперной мировой классикой, с русской классикой, и с камерной программой. Это очень сложно и отрадно, что в зале имени Бетховена, в Большом театре, в этом храме музыки наши певцы достойно представляют вокальное искусство Республики Саха-Якутия. Дело в том, что я был во многих залах мира и видел, как принимают наших солистов. Я был свидетелем большого триумфа Нины Чигиревой в Организации Объединенных Наций, где вместе с Ниной Чигиревой, с нашей звездой, выступал ее концертмейстер Марк Слепцов. Я видел, как люди стоя приветствовали. Америка потрясла Нину. Нью-Йорк, Бруклин. Но вскоре острая тоска по дому, друзьям охватила ее, и она вернулась в Якутск. Однако страстное желание учиться победило. Она возвратилась и прошла стажировку в фонде Розы Понсей у маэстро Чичигова. Пела по-французски, по-итальянски, оставалась после занятий, слушала других, впитывала, училась. Но самое незабываемое впечатление оставило в душе Нины посещение театра Метрополитен-Опера. В Нью-Йорке я видела 5 опер. Многие известные певцы пели. Голоса, конечно, прекрасные. Самого любимого певца Лючано Паваротти я слышала в любом напитке. Акустика в Метрополитен-театре очень хорошая. Шелест костюмов даже как будто слышно, как дышат. Когда я слушала, как они поют, наверху я сидела, и все было слышно. И такое состояние у меня было, когда у меня душа отделилась от тела, как будто она порхала над Метрополитен и слушала. Потом я очнулась, оказывается, я сижу и слушаю. По окончании стажировки Нина Чигирева дала ряд концертов в Нью-Йорке и Бостоне, где с большим успехом исполнила оперные арии, якутские песни и русские романсы.
Якуты на Бродвее. Так броско назвал свою статью американский журналист Марк Поповский. Голос и судьба Нины Чигиревой потрясли его. Начало Нининой жизни иначе как ужасным не назовешь. Деды погибли от голода во время минувшей войны. Отец тоже умер рано, оставив на руках у матери 6 детей. Отец был полуграмотным, мама и вовсе грамоты не знала. Во втором браке родила она еще 6. Нищета беспредельная. Я родилась в Амгинском районе, село Эмильцы. Это маленькая деревня, живут вокруг озера. Семья была большая, 12 сестер и братьев. Родители рано умерли. Я в 13 лет начала работать. Работала я везде. Помповаром, сторожем, пекарем, дояркой, телятницей. В детском саду работала. И поступила я с ПТУ, штукатур 2-го разряда. Работала и училась в вечерней школе. Потом я поступила в музыкальное училище. Хотелось мне всю жизнь учиться. И всегда мечтала как-то о прекрасном. Пела я всегда. Больше, наверное, любила еще танцевать. Я хотела танцевать танцы всех народов мира. Но это желание у меня не получилось, а певицей все-таки стала. Моя первая педагогиня по вокалу Алена Семеновна Ипполитова. Очень тепло, по-матерински ко мне относилась. Я когда поступала в музыкальное училище, я даже по-русски не умела говорить, не понимала. И когда я пела вот русские романсы, она мне как картину вот рисовала, что происходит. Я все это видела и пела. Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной. Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной. Близ ложа моего, близ ложа моего, печальная свеча горит. Мои стихи текут, сливаясь и журча, текут ручьи любви, полны тобой. Где твои глаза блистают предо мною, где твои глаза блистают предо мною, мне улыбаются, и звуки слышу я, и звуки слышу я, слышу я. Мой друг, мой нежный друг, люблю твоя. Мой друг, мой нежный друг, мой друг, мой нежный друг, люблю. По окончании музыкального училища Нина становится студенткой Новосибирской консерватории. По классу вокала
народной артистки СССР Лидии Владимировны Мясниковой. Это очень талантливая певица, очень добрый, хороший человек. Я считаю, что она мне многое дала. Консерватория вообще, все педагоги, подруги старались помочь мне как-то. Мне кажется, они все меня любили. Моей дорогой, любимой ученице Ниночке, голос которой очень красивый. Будь счастлива и добейся в жизни всего, что может желать хорошая певица. Не забывай. Я всех помню. Лауреатом конкурса вокалистов имени Глинки окончила Нина консерваторию, спев партию Аксиньи в опере Дзержинского «Тихий Дон». Ее приняла сцена якутской оперы. Полина в «Пиковой даме» Чайковского. Матушка Кураж в опере Кортеса. Азучена в «Трубадуре Верди», впервые спетая в Якутии по-итальянски. И новые работы. Радость и страдание. Я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселья шум, ни отрезвят души, согретой девственной в любви. Огнем. Под кровом сельской тишины росли с тобою ветви. И помнишь, прочили венцы уж в раннем детстве нам с тобой. Я считаю, что она большая. В Москве я пела в зале Рахманинова, в музее Скрябина, в Большом театре, в музее Шаляпина. Последний раз вот пела в Большой зал консерватории. Репертуар у меня романс Чайковского, Рахманинова, Рубинштейна, оперные арии. Люблю очень Верди. Вообще я драм-сопрановые партии люблю. И вот в концертном репертуаре я попою Дездемону, Сантуц. Якутской песни пою очень много. Sur la terre, elle ne rira.
За заслуги в области музыкального искусства присвоить почетное звание заслуженный артист Российской Федерации Чигиревой Нине Николаевне, солистке оперы. Каждый человек в этой земле должен нести добро. Каждый человек по-своему, он все равно страдает, радуется. Но надо жить, чтобы жизнь была прекрасна, чтобы душа наша была прекрасна. У меня было много в этой жизни страданий, нищета, и голодали даже. И всегда я была уверена, что я выстою. Этот мир, наш мир, очень сложный, трудный. Но хочется, чтобы люди были добрыми, чтобы честность победила, чтобы будущее было прекрасным. Мне так хочется. И я отдаю людям, как сказать, частицы моей души, когда я пою. Мы называемся, как видите, и просто и емко «Мир женщины». Говорит главный редактор журнала Валентина Ивановна Федотова. В республике Саха нашлось так много дочерей, которые славят нацию, действительно очень как-то гордо несут имя дочери Якутии, что нам удалось посвятить 4-й номер за 1993 год женщинам Якутии. Большая творческая бригада редакции была в Якутии. Они вернулись в восторге совершенно от голоса Нины Чигиревой. Задержалась публикация о ней. Но сейчас эта публикация будет в 1994 году. В февральском 2-м номере она так и называется «Судьба таланта». Ведь вот каждый народ гордится прежде всего, конечно, своими талантами. Мы надеемся, что с выходом материалов, публикаций о Нине Чигиревой, что с выходом и этого фильма все большее количество людей станут ее поклонниками. Потому что невозможно, чтобы тот народ, который рождает таланты, не был известен. Вспоминаем фразу писателя, который говорил: «Тот народ велик, и та страна бессмертна, которая таких рождает дочерей».
Камаев селела хатала, кундарам сабатын минен мин, эйе хагыл житти дипин, doğrum bağırdım dağını, jerimden soğur jerekte, jükedir sırdıgır bulduğun, nicedir qarakını görüksün, yüreğimde derin istektir. Pohonun doğru bir duyular, kodudur sahir kıstihan, tezgehe higer kirgefin, doğru